Всем привет! Так, сегодня у нас 16-е. Уже пара изо рта идет. Фу-фу-фу. Октября. Так, тут у нас Камыш. Какое-то озеро замерзшее или что это тут такое? Ну, сейчас мы прогуляемся вон в ту сторону. В сторону аэропорта. Кто-то спрашивал меня недавно. Вот эта дорога, которая ведет в аэропорт. Надеюсь, ровно я снимаю. Как бы прогуляемся. Тут вот новый дом такой построен. Тут, кстати, вот взлетное поле аэропорта. И получается, что самолеты, если будут взлетать, они где-то вот в этом районе взлетают. Раньше тут запрещали строительство, но сейчас видно, что уже строят. Вон там, кстати, вдалеке армянская церковь у нас. И вот гуляем. Пенная станция, кстати, вот дом. Царский улов какой-то. А что за пенная станция? А, это пиво. Ё-моё, я-то думал, ох, как тут машины выезжают быстро. Сегодня, кстати, погода замечательная. Смотрите, солнце. Сейчас время у нас час дня. Час дня. И тут мы видим, что тут тротуар асфальтированный. Немножко свернул тут в сторонку. Поснимать вот наш снежок. И здесь вот водоем какой-то. Замерз водоем. Видите, лед. Но еще пока никто не бегает по нему. Смотрите, как Камыш красиво в свете отраженного против солнца, когда снимаешь, симпатично он смотрится, да? Вот так вот. Тут камыша, конечно, вдоволь растет. Ну и дальше мы выходим на улицу. Вот это вот, как она называется, это 50 лет чего-то, по-моему. Там пишите в комментариях, что и как. Ну, это дорога в аэропорт, поэтому она вечно загружена. И тут вечно вот эти вот машины ездят круглосуточно. А вот с этой стороны, смотрите, построен недавно вот такой большой торговый центр. Торговый, да? Тут куча магазинов. Но, как мне сказали, тут одни федеральные магазины. И вот Бургер Кинг даже тут есть. ДНС, Глория Джинс, Снежная Сова, Омни, продуктовый маркет, Кари. Заезд здесь есть. Этот торговый центр называется Ураса Молл. Много машин, шлагбаум на входе. Вот сегодня сколько здесь машин, смотрите. Тьма тьмущая. Ну и само здание вот в таком немножко национальном колорите как бы выполнен. Вот такие вот типа урасы формы. Представительство Xiaomi, аптека, золото Якутии. И еще ювелирный салон Eagle G. Ага. Finflyer также. Поскольку комплекс находится в удалении немного, то тут на машине проще приехать, конечно. Или на автобусе можно без проблем. Вот смотрите, какая парковка большая у них. И тут вход с 10 до 20 работает. Ну, ничего там интересного нету, короче. Пойдемте отсюда. Магазин как магазин трехэтажный. Все, что вы видели уже 100 раз, у вас там во всех городах это одно и то же. Цены примерно бьются тоже как бы. Поэтому пойдем дальше гулять.
На улице хорошо, свежо. Маску пришлось одеть там, кстати. Вот. А здесь вот отдельно выезд с Урасамола. То есть там заезд, а здесь выезд. Так, нам надо как-то с вами дорогу перейти. Вот, там светофор есть, я вижу. И здесь, смотрите, вот этот знак Якутска. Значит, там еще что-то поставили новенькое. Надо туда сходить, прогуляться. Тут смотрите, кстати, вот шиномонтаж, потом бассейны, сауна. 260616, кому сауна нужна. Майдадыр. Это что, для кого? Для людей или для машин? Кит-зон. А, для людей. Ничего себе. Тут зона. Вот рядом с Урасамолом как раз здесь переходик есть. Вот. Сейчас мы тут еще посмотрим. Там что-то построили. Я здесь давно не был. Посмотрим с вами. Бассейн даже. Ну это для людей, да. Вот здесь вот вход туда. А также есть здесь мойка. Техноцентр СТО, да, я так понимаю, это для машин. Также тут заправка вроде бы, да, АГЗС. А, это газовая заправка. Вот что здесь газовая заправка находится. И туда какая-то улица идет. Что за улица, я даже не знаю. Кстати, тут переход, кнопочку нажимаешь, вот так вот. Приложите руку сюда. И через какое-то время мы должны будем переходить. А, все пошли. Вот так вот культурно все сделано. Дорога в аэропорт, так быстрее пошли. А то прекратится нас. Так, наша цель вон туда прийти. Здесь, кстати, есть остановка. Так, и смотрите, здесь вход такой. Смотрим. Тут мы видим какой-то коттеджный, не поселок, а райончик, да, коттеджный. И вот сейчас вот на солнышко идем. Это получается, я в сторону города иду. Так, получается, вот Урасамол и через дорогу вот такой вот тут парк, по-моему, да, как я по карте смотрел, что-то вроде бы памятник поставили. Сейчас посмотрим. Так, ну это на военную тему, да, 1941-1945 годы. Такой памятник. Хорошо, кстати, сделан. Ага. Вот на постаменте такой вот памятник. И дальше, если вон туда идти, вот по этой продолжению, да, мы вот в ту стеллу упремся. Так, давайте вот посмотрим. Мы вот это вот Якутск, как бы перед городом такая вот у нас стоит композиция, да, так, ну, вот, перед каждым городом, так вот мы так залезем, да, скользко, но ничего страшного, такая композиция, о какая, ее покрасили, кстати, белой красочкой, и вот здесь надпись есть Якутск, вот видно, да, Якутск. Как раз вот здесь Урасамол, торговый центр. Ух ты, люди даже еще на велосипедах ездят. Так, кстати, город, посмотрим, награжден орденом пролетарии всех стран, соединяйтесь, написано. Еще времен СССР это. Вот это вот въездная находится такая композиция. Ну и пойдемте дальше туда вон пройдем. Кстати, много довольно велосипедистов. Это у кого пищало, я не понял. Так, вот такие защитные, чтобы не проезжали, видать, да? Вареные трубы.
от машин, чтобы не ездили. И сейчас мы пройдемся по этой дороге, посмотрим. Светильники установлены современные, плиточка замечательная, ровненькая, хотя ну, есть вот такой небольшой, как бы, ну, нормально. Нормально. Так, здесь получается еще не доделано, что ли. Вот здесь что-то делают. Я вижу, эта машина стоит специальный. Паспорт объекта. Так, здесь я вижу на этой стеле герб города Якутска. Вот наверху. И подойдем к паспорту объекта. Паспорт объекта. Благоустройство парка Победы по улице Автострада, 50 лет октября в городе Якутске. Вторая очередь, первый этап. Начало строительства 10 августа 2021, окончание 15 октября 2021. А сегодня какое, 16? Заказчик муниципальное казенное учреждение, город Якутск. Телефончики, то все. Так, вот. То есть что понял, его уже типа сделали. Так, давайте поближе подойдем. Светильники тут какие шикарные, смотрите. Так, 75. А, это в прошлом году получается. 2020, 75 лет было. 75 лет. Со времен войны. 1632, 2020 год. Вот видно, да, тут? Это получается у нас с металла такая барельеф. Мы видим здесь на нем основные объекты. Вот это стадион. Здесь у нас Триумф. Ну и дома. Таким вот образом. Так, памятник. Вот этот возле озера Сайсары, насколько я знаю, находится. Так, с другой стороны, вот тут лучше видно. Смотрите, как 1941-1945 год. Это времена Великой Отечественной войны. Вот здесь вот этап война. То, что вот эти самолеты перегоняли по ленд-лизу с Америки. Я там видео делал, снимал. Так что, кому интересно, может посмотреть. Там у нас в аэропорту мемориальный комплекс есть. Вот такая композиция здесь, барельеф. И здесь, ну здесь я уже снимал. То есть он треугольной формы, и еще здесь еще памятник. Воин с оленем. Вот, интересно довольно. Подойдем поближе. То есть получается, это как бы делают уже второй год его. Второй год делают. Вот этот парк Победы получается, да? Воин с винтовкой. Медали. Это он, видать, с фронта пришел. И вот олень. Олени-то уже, я не знаю, были на фронте. Нет, наверное, не было. Смотрите, какой шикарный. Тут детали, смотрите. Детали какие. Все мелкие детали, хорошо сделано очень. Да, вот такие памятники хорошие, нормальные. А то я видел недавно в Москве такую скульптуру поставили. Это просто ужас. Глина какая-то недолепленная. Ну и как на это можно смотреть, я не знаю вообще. И кучу денег еще израсходовали. Да уж, я просто был в шоке, когда увидел, что позволяют все московские власти, какие памятники ужасные ставить. Ну вот, получается, что тут еще какие-то работы идут. Видать, сейчас все это законсервируется в связи с морозами у нас. Смотрите, уже снег лежит, там уже земля
естественно, замерзает, то все. Но еще что-то, какие-то работы идут. Так, давайте вот сюда вот с вами. Получится, нет? Вот посюда я пойду. Опс. Главное. Вот тут у них балок рабочих. И вот мы вот такими с вами путями, неведанными, неизведанными тропами походим немножко. Ну и сейчас мы с вами вот от этой остановки, вот я отсюда прошел, да, от Парка Победы, вот по этой дорожке пройдем. Дорожка довольно длинная. Если кому, конечно, лень ходить, то может сесть на автобус и доехать там, куда ему нужно дальше. Да, и тут заправка, причем заправка с этой стороны и вот там вот. Туймада нефть. Он с той стороны тоже. Кому надо машину, может по дороге в аэропорт заправить. Кстати, смотрите, по водоему уже собачки бегают. То есть лед промерз уже, в принципе, прилично. Сегодня 16 октября. Тут же, кстати, есть автомойка самообслуживания. Ну, вот, собственно, сама заправка. Вот какие большие. Вот у нас машины ездят. Вот. Целый танк. Так, интересно, а цены высвечиваются или нет? А, это против солнца не видно. Может, с другой стороны видно. Сейчас посмотрим, какие цены на топливо в Якутске. Так, вот, сейчас озвучу цены. Сейчас у нас Туймада нефть получается. 98 57 50, 95 56 80, 92 56 рублей и ДТ 60 рублей 70 копеек. Вот, пожалуйста, вот эта заправка. Заправка метан, это газовая получается, да? И вот здесь как раз видны эти сооружения аэропорта. Вот видите, там раскрашена, значит, какая-то радарная или какая-то аэропортовская остановка. Вон там еще что-то сооружение. Вот этот забор уже там территория аэропорта, летное поле. Это мы зашли за эту заправку, и здесь видим такой большой торговый центр. Дом мебели, Оптимист Про, Хозмаркет, Шведский дом. Вот, кстати, обои, что тут продает. Можете сами прочитать. Вывеска Икеа. Вот таким вот образом. Здесь получается Икеа, да? Я даже не знал, что в Якутске она есть. Вроде бы как официальный. Да, вот Икеа, заедь сюда. Здесь вот площадка игровая. Пожалуйста, можете с детем здесь погулять. Приехать на машине, погулять, у кого нету. Так, дом мебели. Ну, понятно, да? Большое тут. Много, кстати, людей идет сюда. Сегодня выходной день, суббота как раз. А там вон какие-то склады еще есть. Склады. Собственно, в здании, что там интересного? Там магазин. Все видели уже по 100 раз. Там ценами только удивляться можно, да и все. Давайте лучше посмотрим, что тут с задней стороны у нас расположено. Видим водоем. Вот он тоже замерзлый камыш. И вот эти вот дома частные, я так понимаю. Здесь большое количество их. Построены не недавно относительно. Ну тут какой-то вот проезд есть с этой стороны. Туда можно, в принципе, идти. Но ладно, мы с вами лучше вот сюда выйдем. Обойдем это здание и двинемся вот в этом направлении. Туда. Там еще какой-то торговый центр большой есть. Но опять сюда вот неудобно как бы так пешком ходить, да? В принципе, на автобусе элементарно добраться до сюда. Ну, как бы, поскольку на удалении, то проще людям на своих машинах как-то приезжать. И вот здесь, соответственно, есть парковочка вот такая вот. И здесь можно машину свою оставить и походить
поискать то, что вам нужно. Так, ну вот тут вот такая дорога есть. И вот еще один там торговый центр синий я вижу. Какой-то тут магазин, продукты Seven называется. Хлеб с 9 до 20. Так, надо смотреть уже под ноги, потому что уже гололед. Так, тут какие-то гаражи продаются большие. Вот. И вот сейчас вот с этой стороны этого синего дома посмотрим что-то. А, я понял. Вот мы сейчас тут пробираемся. Это, короче, азбука мебели вот здесь. Вон там, я уже не буду туда заходить. И это, видать, ихние склады. Вот эта территория. Вот азбука мебели, у них большая вывеска. Вот сам, собственно, магазин. Я тут диван покупал за 16 тысяч. С этими, знаете, спружинный диван. Юником. Магазин стройматериалов. Скоро открытие. Он, кстати, не работает. Так, вот здесь заезд с этой автострады. И вот еще дорога вот проходит. И где-то здесь улица у нас новая Севастопольская. Вот в этом районе. Сейчас мы попытаемся ее найти. Я посмотрел подводить по картам. Вот это улица Севастопольская. И мы пройдем сейчас в том направлении. Так, вот по этой вот тропинке погуляем, посмотрим. Там, по-моему, где-то дальше Борисовка. Какая-то Борисовка. У нас их 3 Борисовки. Борисовка 1, 2, 3. Ну, вот эта Борисовка, которая находится рядом с аэропортом. Ну, они все строились в 90-е, нулевые годы. Как бы для расселения, временного расселения граждан. Но, как это самое у нас обычное явление, что ничего как постоянное, временное, постоянным у нас, короче, вот такое дело. И люди там уже живут по очень долго лет. У кого нету бабосов, деньгосов приличных, чтобы купить себе жилище в городе. Да. Ну, хотя там цены тоже дорожают. Сейчас везде все дорожает. Вот мы видим здесь улица Севастопольская. Плитка вот выложена. Такая шикарная. И мы туда вперед движемся. Я не знаю, как давно это построено, но уже видим мы, что вот обваливается здесь, что-то слазит она. Вот в этом месте что-то тут не доделали. Это интересно, здесь дома или что тут живут, не живут. Вот рядом вот с этой вот, что тут какая-то водонапорная или что тут. Также сауна здесь, порог находится. Большой зал, малый зал, баня получается, да, пивнуха, Бухарест. И гостевой дом, вот этот Северный Транзит. Телефон 730101. Вот здесь вот недалеко от аэропорта, если кому надо. Гостиница, вход. Рядом сауна. Тут, кстати, автобус номер 25 ходит. И дорога, мы видим, интенсивное движение. В пыли она вся у нас, вся в пыли. Так, вот он туда куда-то заходит, дальше, вглубь этого квартала. Ну, а мы с вами пройдемся вот посюда. Ну, вот такие здесь дома разноцветные. Магазины, все как обычно. Все, что вам нужно. Холод-сервис. Это что такое холод-сервис? Холодильники, что ли? Здесь какой-то вот такой интересный дом. А вот тут, по-моему, святое дело, служу Родине, да, вот это тут корпус. Тут, по-моему, призывников отсюда забирают из Якутска, которые призываются. Вот у них тут сборный пункт. Вот он здесь находится. А с этой стороны видим гаражи, и сверху уже построены, настроены дополнительные какие-то офисные, видать, это сооружения. Так, это что, школа такая? Похоже на школу. Или что это?
или детский сад, не знаю даже. Вот этой школы, вот такая это, видать, для собачек, да, я так понимаю. Тут место выгула, тренировки. А, да, место выгула собак, вот, пожалуйста, написано. Вот их где выгуливать надо, а не где там между домами. Тут уже большой район такой, смотрите, тут много домов. Я, в общем-то, тут не хаживал. Ну, сейчас пойдем. Кстати, улицы Курнатовского 2/1. И вот мы сюда. Типичный дворик такой. Как бы. Что он из себя представляет. КПДшки какой-то краской интересной крашеной. Этот таким цветом светлым, этот темным цветом. Вот такие дома еще есть. Да. Собачка потерялась. Сос, смотрите. Так. Ну да, двор просто тут отсыпан песочком и все. Причем что этот. Что-то довольно мрачно так выкрашено. Такая краска тяжелая. Тяжелая краска. Но зато все песком засыпано. О, ремонт обуви, как всегда. Будочка по 3 фунтов. И здесь магазин ЯХК. Хлебокомбинат якутский. О, здесь смотрите какой новый дом-то. Шикардозный. Построен. Стекло и бетон. Курнатовского 1/3. Мойка. Что-то давно не убирается. Но здесь, смотрите, гравием все засыпано так аккуратно. Как бы вот этот дом, по-моему, 121 серии, что ли он. И вот этот новый дом. Такой он шикарный. Его, видать, вот только-только построили, я смотрю, потому что еще не хватает. Там люди обычно что-то на балконах выставляют, а там пустые. Так, вот эта площадка какая-то спортивная, да, футбол, мини-футбол можно играть. Да, местами дыры, но вот они таким образом залатаны, смотрите. И вот это вот у нас Борисовка. Борисовка, ну, как же она называется? Вторая, что ли? Борисовка первая, это вот где район Сергелях. Ага, вот на 15-м.